Смотрите в программе. В Якутии усилили контроль за санобработкой. Министерство предпринимательства проверяет соблюдение требований. На фоне общественного резонанса с бродячими собаками столичная администрация отчиталась о финансировании отлова и содержания животных. Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию Якутской епархии Русской Православной Церкви, начались в Якутии. В эфире новости, в студии Василий Раченко и главному к этому часу. Количество больных в Якутии продолжает расти. За минувший день выявлено 110 новых случаев коронавируса. Из них 73 в Якутске, в Жиганском районе 5, в Алданском, Амгинском, Усть-Алданском по 4 случая. В Вилюйском, Тампонском, Чорапчинском, Нерюнгринском и Сунтарском районах по 3, в Намском 2, в Алекминском, Татинском и Хангаласском районах по 1 случаю. Также коронавирус за минувшие сутки унес жизни 2 человек. Лаборатории региона провели порядка 5000 исследований. Новый мост соединил 2 берега реки Малая Батуобия. Переход на 1157 километре федеральной дороги А-331 Вилюй обеспечит круглогодичный проезд на стыке Мирнинского и Сунтарского районов. Длина моста составляет 191 погонный метр. Сооружение имеет 2 русловые и 2 береговые опоры. На мосту также установили наружное освещение. Заказчиком выступило подведомственное Федеральному дорожному агентству «Росавтодор» управление дорог Вилюй. 8 мостов у нас оставалось на начало этого года. 4 мы на сегодняшний день сдали. Осталось еще 4 больших моста. Мы в ближайшее время планируем эту работу организовать, чтобы завершить. Тем более, что компетенции Федерального дорожного агентства и инженерных умений и технологических навыков у подрядных организаций достаточно для того, чтобы эту работу организовать даже в этих тяжелых условиях отдаленности, вечно мерзлых грунтов и суровых погодных условий. Возвращаемся к теме эпидобстановки. Глава Якутии подписал указ, согласно которому предприятия республики будут проводить дезинфекцию помещений с закрытием объектов каждую неделю. Магазины, оптовые склады, общепиты и предприятия услуг будут проводить уборку в помещениях площадью свыше 400 квадратных метров по понедельникам с 8 утра до 12 часов дня по местному времени. В помещениях менее 400 квадратных метров по воскресеньям в то же самое время. Иные организации обязаны дезинфицировать объекты каждое воскресенье. На фоне принятых мер региональное министерство предпринимательства отправилось в рейд по торговым точкам и магазинам, чтобы проверить, соблюдаются ли требования к дезинфекции, дистанцированию, масочному режиму и другим. В выходные, как правило, эти объекты переполнены посетителями, и риск заражения вырастает в разы. На связи Александр Хавренко. Александр, что показывает проверка? Много ли нарушений? Да, приветствую тебя, Василий. Мы сейчас находимся возле рынка, возле торгового центра «Белое озеро». Мы прошли сейчас по этому торговому центру, посмотрели за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Ну, в принципе, мнение у нас положительное. Практически у всех, ну не практически, а у всех продавцов имеются маски, имеются перчатки. Некоторые, правда, позволяют себе вольности, спускают маску с лица, то есть оставляют открытым нос. Но мы, представители министерства, указывают им на эту ошибку, и люди поправляют, и все нормально. А в каждом торговом помещении проводится уборка минимум 2 раза с дезинфекцией. Некоторые предприниматели пошли еще дальше и закупили кварцевые лампы и в определенный промежуток времени проводят кварцевание помещений. Также сегодня мы проверим еще пару торговых центров и несколько заведений общепита. В первую очередь это те, на которые поступали жалобы, где персонал работает без масок, без перчаток. На первый раз, если мы обнаружим подобное нарушение, на первый раз это будет предупреждение. Если же в дальнейшем нарушения повторятся, то представители Министерства предпринимательства уже будут выписывать некоторые штрафы. И хотелось бы обратиться к предпринимателям: не ждите того момента, когда к вам приедут проверяющие, а заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы у ваших сотрудников были маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Василий? О ходе рейда Министерства предпринимательства по столичным магазинам рассказал Александр Хавренко. Александр, спасибо.
Якутск получил 23,5 миллиона рублей на работу с безнадзорными животными. Как сообщили в департаменте ветеринарии, из них 14 миллионов 700 тысяч рублей выделено благотворительному фонду «Помоги выжить», которому в сентябре и был передан пункт передержки. Фонд выиграл открытый аукцион по содержанию животных без владельцев в приюте. Как отметили в департаменте ветеринарии, из выделенной суммы в 14,7 миллионов освоено менее 2 миллионов. На остаток в 8 миллионов 700 тысяч из всей выделенной суммы будут объявлены торги на дальнейшую работу по этому направлению. На днях в социальных сетях появилось видео, где показана свалка медицинских отходов на берегу южно-якутской реки Беркакит в Нерюнгринском районе. Наши коллеги из Нерюнгринского филиала выехали на место происшествия, чтобы разобраться в случившемся. Слово Тамаре Игнатьевой. Река Беркакит протекает мимо одноименного поселка и впадает в Чульман в районе города Нерюнгри. Вместе с главой поселения Владимиром Добрыниным мы нашли место съемки видеоролика. Действительно, на берегу реки мы обнаружили отходы медицинской деятельности. Спиртовые салфетки, иглы, шприцы, также и упаковки от препарата Диаскин-тест, кожного теста, используемого для массовой диагностики туберкулеза. Причем перед самым нашим приездом свалку медицинских отходов кто-то поджег. Здесь люди отдыхают, я говорю, с детьми приходят, купаются. Взяли вот так, нехороший такой случай, вот сделали. У нас река Беркакит, здесь и хариус водится, люди рыбачат, ловят, я говорю, здесь и купаются, вот. Гальяны есть. То, что если отдыхая, можно на уху-то здесь наловить. Через некоторое время на место несанкционированной свалки подъехали представители детской поликлиники Нерюнгринской ЦРБ. По их словам, 14 сентября в Беркакитской школе была проведена туберкулинодиагностика с помощью пробы МАНТУ. Процедуру делали медики детской городской поликлиники. Утилизировать медицинские отходы должны были тоже они. Нам удалось дозвониться до директора школы, чтобы уточнить, были ли утилизированы отходы медиками. Прошла вся эта вакцинация вот этими, шприцами. Оксана, наша фельдшер, потому что те, оказывается, уехали, наша фельдшер положила в мусорное ведро, которое у нас в медицинском кабинете. И все это потом переложили в коробку. Техничка пошла и выбросила в мусорный ящик. Получается, что медработники, проводившие пробы МАНТУ, отходы сами не утилизировали. Вероятно, ящик с медицинскими отходами кто-то привез и вывалил на берег реки Беркакит. Но кто? Сотрудники детской поликлиники заверили, что проведут служебное расследование, установят виновного и примут в его отношении самые жесткие меры. По результатам служебного расследования уже примем какое-то решение, действительно. Наша это, получается, вакцина, не наша была вакцина. И вообще чьи-то отходы. Ну и, соответственно, убрать это надо будет. Поэтому вопрос уборки тоже мы, наверное, возьмем на себя. Вот так, благодаря неравнодушным людям, стали известны нарушения, допущенные ответственными лицами. Будем надеяться, что медработники учтут этот урок, примут соответствующее решение и впредь будут относиться к своим обязанностям более ответственно. Но хочется обратиться и к жителям, оставляющим свой мусор в ненадлежащих местах. С вас ответственность тоже не снимается. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Здание второй начальной школы в городе Ленске практически реконструировали. Этого часа сотрудники, родители учеников и сами дети ждали уже давно. В здании были сгнившие полы, перекошенные ступеньки, много других недочетов во внешнем облике. Полгода неудобств. Ученики младшего звена перешли в основное здание. Ход капремонта проверила Анна Кожевникова. Яркие стены, расписанные в виде геометрических фигур, современное прорезиненное покрытие, спортзал начальной школы номер 2 уже готов к урокам физической культуры. И он смело выдержит почти 500 пар кроссовок. А именно столько детей учатся в этом здании. Долгожданный капремонт второй начальной школы профинансировали из районного бюджета. Работы начались в марте. Многие кабинеты уже затерты. Осталось только под покраску, выложен коридорчик плиточкой, а в остальных кабинетах это линолеум будет. Все это готово у подрядчика, только вот идут постепенно все свои работы. И я очень надеюсь, что в конце октября школу мы сдадим. Очень тяжело в основной школе, это у нас на сегодняшний день 1083 человека.
В 6 потоков занимаемся, каждый со своим временем, со своим расписанием. И учителя уже устали, это и напряжение и на работу столовой. В этом же здании обновленная столовая уже ждет поваров и готова к ароматным запахам пищи, которые будут нейтрализованы специальной вытяжкой, тоже, кстати, новой. Обновили и кухонное оборудование. Несмотря на глобальные ремонтные работы, руководство школы уделяет внимание и эстетической красоте. Например, пригласили художника для росписи стен. На втором этаже сейчас идут работы по укладке напольной и потолочной плитки. Стены во всех кабинетах выровнены. В коридоре устранены предписания пожарного надзора. Объединены 2 крыла. Теперь здесь образовался сквозной коридор. Пришлось повозиться с полом. Непредвиденная работа. Во время работы вышло вот эти поли, которые у них было, видимо, в 2000 году было наводнение, они все гнилые стали. Когда нам сказали поменять фанера, мы когда фанера поменяли, все доски были гнилые. Тут была комиссия, было представители УКСа, директора. Они нас просили, чтобы поменять все. И вот этот вопрос у нас пока решились, и мы залили этот бетон. Поэтому сроки работ сдвинулись. Также возникли проблемы из-за пандемии с завозом работников. Но тем не менее, с основными задачами подрядчик уже справился. Истинную оценку качества выполненной работы поставит время. Но фирма уже зарекомендовала себя в республике. На ее счету такие крупные объекты, как спорткомплексы в Алдане и Алекминске. Еще немного, и ученики начальной школы вернутся в свои обновленные кабинеты. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герасиму Попову, первому министру культуры Якутии. Герасим Васильевич возглавил вновь образованное министерство и руководил им до 1957 года. Именно при нем состоялся первый набор якутских студентов в централизованные театральные вузы и много других значимых и для республики, и для всей страны событий. В том же 1957 году, например, по его инициативе прошли первые в истории Дни Якутии в Москве. Сегодня можно вспомнить много памятных дат, которые, когда, будучи, Герасим Васильевич был министром, у нас в республике первые приехали, первый выпуск Щепкинского училища, вот первые артисты появились с АХА драматического театра. В далеком 1957 году в Москве прошли первые дни Якутии, мы показали, насколько сильна, насколько красива, уникальна наша культура якутская. Достижений много, и это открывали двери, мы сейчас продолжаем эти двери, чтобы дальше открывали мир. Теперь нас знает не только в Москве, знает весь мир. Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию Якутской епархии Русской Православной Церкви, начались в Якутии. Сегодня в Национальном художественном музее открылась выставка икон из частных коллекций якутян. Представители церкви обратились к верующим с просьбой показать жителям и гостям столицы свои семейные реликвии. Всего на выставке представлено более 20 произведений иконописной живописи. Небольшая получилась выставка, ибо и времени у нас было немного для организации. Но, как нам думается, идея очень верная и правильная. И в том смысле, что в некоторых иконах есть мотивы наши, национальные, северные, в подходах к иконописи, к передаче изображения святых людей и угодников Божьих в красках. На этом у нас вся информация к данному часу. До встречи в следующем.